Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Бүгүн сөздүн башын дүйнөлүк пандемия коронавирус инфекциясы менен көрүшүп жаткандыгыбыз тууралуу айткым келет. Себеби учурда бир гана биздин өлкө эмес, жер планетасы боюнча дал ушул илдет менен көрүшүүдө. Менин байкоолорума таянсак, бүгүнкү күндө бул илдеттин келип чыгышынан улам ар бир мамлекет бири-бирине жан тартып, ар бир өлкөнүн жараны жергиликтүү жашоочуларына сана тартышууда. Дал ушул биздин өлкө үчүн оңой эмес күндөрдө мен жарандарыбызга кайрылгым келет. Бул илдетти жалгыз эч качан жеңе албайбыз. Андан тышкары өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер мындан да оор абалда тургандыктан пандемия коронавирус илдетинен Кыргызстанды толук жаба албайбыз. Демек, бул вирус биздин өлкөгө келгендиктен бирге кол кармашып жеңе алабыз. Добрый день, дорогие жители столицы. Сегодня я хочу начать с того, что в настоящее время боремся с мировой угрозой пандемии коронавирусной инфекции, которая по сей день будоражит каждого человека планеты. На сегодняшний день я вижу, как разные народы мира переживают друг за друга и стараются вместе победить опасную инфекцию. В этот трудный момент для нашей страны я хочу сказать нашим горожанам: мы с вами вместе должны понимать, что каждый в одиночку не сможет устоять от надвинувшейся мировой угрозой. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные пандемией коронавируса. И полностью заблокировать ее проникновение к нам невозможно. Вирус попал в наш город. И этому мы можем противостоять только если будем вместе сплоченно бороться. Но то, что мы сделали и делаем, это уже дает надежду, что мы сможем противостоять и остановить распространение опасной болезни. Для этого нам нужно работать организованно и на опережение, где главный приоритет, в первую очередь, это жизнь и здоровье наших граждан. Каждый день я читаю местные и мировые новости. Просыпаясь утром, вижу в новостях высокое количество жертв в других странах мира от страшной болезни. Душераздирающие моменты медиков, несение круглосуточной службы в тяжелый период сотрудников правоохранительных органов и социальных работников, которые, несмотря на опасность, продолжают ради народа и страны круглосуточно нести свою службу. У нас в столице своевременной медицинской помощи и профилактики вируса подключены все возможные ресурсы. Сердечно благодарю всех наших граждан за самоотверженный труд, за ответственную гражданскую позицию. Спасибо всем государственным служащим, медикам, милиционерам, военнослужащим вооруженных сил, социальным работникам и всем тем, кто задействован в период чрезвычайного положения. Вы делаете огромную работу по спасению нашей страны. Я всегда рядом с вами, вы всегда рядом со мной. Мы вместе переживем эти трудные моменты жизни и спасем наш город. Уважаемые горожане, вот я бы хотел на некоторые вопросы, часто задаваемые, тоже ответить. Вопросы по поводу проведения похорон и поездок на похороны. Ну, значит, тут никаких у нас проблем не должно возникать. Заполняется маршрутный лист с указанием адреса прибытия, копия свидетельства о смерти. Вот, и беспрепятственно вы можете попасть туда. Можно ли передвигаться по маршрутному листу больше 1,5 километра? Мы, значит, ограничили радиусом 1,5 километра. Если в данной, значит, радиусе не окажется магазина либо аптеки, тогда с указанием в маршрутном листе можно будет приобрести продукты питания и лекарственные препараты. Прописка находится за пределами города. Как передвигаться по городу? Советуем находиться там, где вы прописаны по месту жительства. Значит, если у вас не имеется важных причин передвигаться по городу, то просим соблюдать правила чрезвычайного положения. Так, отсутствие пропуска, переезд с одного города в другой. Сразу хотел бы сказать, что из другого города Бишкек переезд невозможен в период чрезвычайного положения. А так по Чуйской области движение не ограничивается. Значит, через город можно проехать по объездной дороге. Так, граждане не могут полноценно добраться до места работы и обратно. С вне карантинной зоны домой и наоборот, карантинную. Так, мы разработали новый алгоритм по перевозке работников, занятых в сфере жизнеобеспечения, согласно
приказа, моего приказа 5 и 6, значит, там все прописано, мы, значит, будем, значит, в ближайшее время, сегодня уже опубликуем в средствах массовой информации и интернет-порталах. Вы можете там ознакомиться более подробно. Так, во время комендантского часа можно ли сходить в больницу-аптеку? Так, при наличии медицинских документов, справок, направлений, а также паспорта и маршрутного листа проезд свободный. Скорая медицинская помощь работает 24 часа в сутки. Бригады скорой помощи обслуживают все вызовы. Но в крайних случаях, когда если несколько вызовов поступает, они с опозданием прибывают к заболевшим. Также призываем своевременно покупать медикаменты до начала комендантского часа. Так, горожане обращались в колл-центр по вопросу передвижения для обеспечения родителей преклонного возраста по уходу за ними, как они живут за пределами города. Так как живут за пределами города и радиус 1,5 километра не соблюдается. Кому обратиться? Сейчас приближается окончание инкубационного периода, я как ранее говорил, в связи с чем советуем не оставлять пожилых родителей, ограничьте поездки, либо вам надо их обеспечивать, при этом находясь с ними рядом. Так, как получить пенсию, денежные переводы, если банки находятся в городе или за пределами 1,5 километра? Очень часто поступает вопрос, как получить пенсию за пределами Бишкека, если в нашей местности нет банкомата. Как я уже ранее говорил, на территории Чуйской области, в пригородных селах имеется около 20 банкоматов, 47 филиалов банков. Вот от жительницы Молдавановки, села Молдавановки, Андриянова Елены Валерьевны поступил вопрос, как получить пенсию и зарплату, если самый ближайший банк находится на Аламединском рынке, а нас не пускают на блокпосту по Алматинской, говорит. По вашему запросу, уважаемая Елена Валерьевна, поблизости с селом Молдавановка имеется сберкасса Бакай-банка в селе Ленинском, которая будет выдавать, значит, пенсию в ближайшие дни. Это 9, 10 и 13 апреля. Так, часто поступает вопрос о дезинфекции. На каких улицах ведется и будет вестись дезинфекция? На сегодня продолжается дезинфекция улиц города Бишкек. Карантинная зона расширилась и, соответственно, дезинфекция уже начала проводиться в южном направлении до Южной магистрали, в северном направлении до Бычака, в восточном направлении до улицы Чолпанацинска, в западном направлении до улицы Садырбаева, бывшая Баха. Вот, очень, значит, тоже часто задаваемый вопрос нашими гражданами. Значит, вчера очень много вопросов поступало в социальных сетях, что милиционеры ездят в переполненных автобусах. По городу Бишкек, Ошской, Джалабадской областям Крымской республики действует приказ Министерства внутренних дел номер 264, согласно которому обеспечивается перевозка сотрудников Министерства внутренних дел Крымской республики с мест проживания на рабочие места и обратно по местам проживания к началу комендантского часа. Этот приказ действует на всех сотрудников, мы обязаны его исполнять. Уважаемые граждане, просим отнестись к чрезвычайному положению с пониманием. Вот. Еще раз бы хотел повторить, что все мы работаем в форс-мажорных обстоятельствах, поэтому если что-то не получается, мы всегда готовы прийти вам на помощь. Спасибо.